Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии заместитель главы администрации Намского района подозревается в получении взятки в крупном размере. Установлено, что в конце 2017 года между администрацией одного из наследников Намского района и одной из коммерческих организаций был заключен муниципальный контракт на строительные работы в одном из поселений. В конце 2018 года по указанному контракту с лицевого счета администрации организации было перечислено более 1 миллиона рублей. В Якутии задержали 4 мужчин, подозреваемых в вымогательстве у командированных специалистов. Пострадавшие сообщили, что к ним на арендованную квартиру явились 4 неизвестных им мужчин и под надуманным предлогом стали вымогать у одного из специалистов 100 тысяч рублей. Вымогатели забрали у командированных 50 тысяч рублей и ноутбук, пообещав, что вернутся за оставшимися деньгами через некоторое время. Подозреваемыми оказались 4 жителей города Алдана в возрасте от 22 до 34 лет, 3 из которых ранее неоднократно судимы. 2 подозреваемых были задержаны во дворе дома пострадавших. Одновременно с этим сотрудники ДПС на одной из улиц Алдана задержали еще одного подозреваемого. В момент остановки он пьяным сидел за рулем. 4-й участник банды был задержан по месту жительства. В машине нет никого? Руки за спину! Руки за спину! Сколько? Активисты экологического движения, которые выступают в защиту окружающей среды, в четверг устроили не менее 5 акций протеста в Лондоне. Они перекрыли движение на нескольких улицах и станциях метро. Организация объявила 25 апреля финальным днем демонстраций. За время массовых протестов британская полиция задержала более 1000 человек, рассказывает Анастасия Дмитриева. Сразу несколько акций протестов против глобального потепления устроили в четверг в Лондоне активисты-экологи. Несколько протестующих остановили движение поездов на станции метро Канари-Уорф. Одна из участниц приклеила себя к вагону, еще 5 разобрались на крышу с плакатами. Среди них был пенсионер Фил Кингстон. Вместе с манифестантами он отметил свой 83-й день рождения. Я здесь, так как верю, это важнее, чем мы сами. Мы не владельцы планеты Земля. Я не приемлю, что мы используем ее, как нам заблагорассудится, как нашу собственность. Это наносит колоссальный вред. Десятки активистов на несколько минут перекрыли движение транспорта рядом с Тауэрским мостом. 6 человек в черных деловых костюмах с красными галстуками заблокировали вход в лондонскую фондовую биржу. Протестующие утверждают, что финансовая индустрия подпитывает климатические проблемы. Другая группа демонстрантов устроила акцию перед европейской штаб-квартирой банка Goldman Sachs на Флит-стрит в лондонском Сити. Протестное шествие прошло и у здания Банка Англии. Люди распевали «One Love» Боба Марли и несли баннер с надписью «Планета становится горячее, чем твоя мама». Сегодня, если верить заявлению активистов, ожидаются также марши у зданий Deutsche Bank, Королевского банка Канады и нидерландского Rabobank. В минувшие дни защитники природы перекрывали движение у Мраморной арки на Трафальгарской площади, на центральной улице Оксфорд-Серкус и мосту Ватерлоу. Активисты выломали двери в офисе нефтяной компании Shell, а полуголые девушки шокировали законодателей у здания парламента. Все эти демонстрации устраивает группа Extinction Rebellion, которая призывает Соединенное Королевство сократить выбросы углекислого газа. Он, по мнению экологов, является главным фактором для изменения климата на планете. Защитники окружающей среды устроили самый крупный в истории страны акт гражданского неповиновения. Начиная с 15 апреля полиция арестовала более 1000 сторонников движения. Ранее группа заявила, что 25 апреля участники в последний раз соберутся в уголке ораторов в Гайд-парке на заключительный митинг. Он назначен на 17:00 по местному времени. Но организаторы дали понять, что на этом движение не самораспустится. В ближайшее время возможны новые демонстрации. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.